начали работу в проекте Всемирного банка «Комплексное повышение производительности молочного сектора». Это пилотный проект, и он был ориентирован пока отработать на предприятиях и предпринимателях из Курской области, смысл которого заключается для оказания помощи предпринимателям из Курской области для того, чтобы увеличить производство молочных продукций, молока в частности. Да? Значит, в 2019 году, 23 мая, правительство Кыргызской республики выпустило распоряжение о том, чтобы уполномочить гарантийный фонд стать оператором данного проекта и предоставлять займы на тех условиях, которые я вам чуть позже остановлюсь. Да? Значит, история этого проекта она начиналась еще с 2017 года, когда между правительством Кыргызской республики и Всемирным банком было подписано соглашение комплексного развития молочной отрасли, и выбрана была Курская область, мы там не участвовали, до этого у нас Министерство сельского хозяйства и соответствующие структуры Кыргызской республики участвовали, и там было 4 компонента. Это первое, значит, укрепление государственных и частных услуг, в частности по молочной отрасли. Второе – это повышение внутрихозяйственной производительности, это как раз предоставление займов. Третье – инвестиции на уровне фермерского хозяйства. И четвертое – это управление проектом. Значит, гарантийный фонд вовлечен во второй проект, это предоставление займов для приобретения коров. Или второе направление – это, значит, можно приобретать корма или кормоцех открывать и производить корма для коров, которые будут давать молочную продукцию. В этой связи, значит, было предусмотрено в компоненте 2 блока, это проект Всемирного банка. Как раз второй блок финансирования относится для нас, и выделено $2 миллиона или 140 миллионов сумм для предоставления гарантий. Мы совместно со Всемирным банком проработали вопрос, связанный с тем, чтобы отобрать предпринимательниц. В основном это будут, наверное, женщины-предпринимательницы, и их количество должно составлять не менее 45% от общего получаемых займов. Общее количество будет составлять 1750 предпринимателей, которые получат займы. Условия предоставления займов следующие. Мы их будем предоставлять от 10 месяцев до 3 лет. Как раз 10 месяцев это те, которые будут брать корма, закупать будут, или кормоцех готовить, да? А те, кто будет корову брать, они будут брать до 3 лет. Сумма кредита составляет $1200, или в переводе, значит, на сумму это будет 84 тысячи сомов, беспроцентный. И, значит, мы предоставляем будем нести ответственность за возврат этих сумм. После 3 лет деятельности, значит, все возвращаемые суммы будут опять же предоставляться для предпринимателей, и в конечном итоге вот эта сумма будет револьверным методом, способом опять же предоставляться для предпринимателей, которые будут получать кредиты для производства молока. Значит, кредиты будут предоставляться для групп. В группе должно быть от 4 до 8 участников. Они несут солидарную ответственность за возврат кредита, займа. Значит, при этом у них не должно быть более 3 коров и более 5 гектаров земли. То есть это, будем так говорить, это начинающие предприниматели, которые мы со временем позволим и окажем содействие в увеличении их бизнеса. Значит, на сегодняшний день мы предоставили займов на сумму 3 400 000 сомов. В общем, утверждено на 5,5 миллионов сомов. Выдачи по мере подписания договоров будут осуществляться. До конца этого года мы предположительно выдадим для 500-700 предпринимателей займы на тех условиях, на которых я уже выше сказал. Значит, в следующем году мы оставшиеся суммы выдадим, но чуть позже проект начался, поэтому перейдет где-то 1000-1200 заемщиков на следующий год. В будущем ожидается, что данный проект будет тиражироваться на другие регионы,
И по образу и подобию сейчас со Всемирным банком готовится проект для Ожской области. Общая сумма будет составлять предположительно более 50 миллионов сомов, где будут учтены вот эти все компоненты, о которых я уже сказал. Таким образом, гарантийный фонд будет содействовать развитию предпринимателей, реализовывать, значит, указ президента о развитии регионов. Мы будем также поддерживать предпринимателей в части обучения, что касается по нашей части, что касается других направлений, там технологии выращивания, значит, обеспечения питанием, там нормы и так далее. Это будет другая структура проекта Всемирного банка заниматься. И на постоянной основе мы регулярно будем предоставлять такие займы для того, чтобы увеличить объем переработки молока и производимую продукцию из молочной продукции из молока.